Мой дед Ардзанба Рустам Шаханович родился в 1905 году в селе Ачиндара Гудаутского района. Он был начинающим литератором, переводчиком, педагогом. Его талант только начинал раскрываться. Он начинал работать в системе просвещения. Первые книги, первая методическая литература для школ Абхазии выходила с его участием, под его авторством. Первое литературное произведение, которое он перевел, это «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо. И вот это творчество, которое в нем жило, оно только-только давало первые ростки. Мы знаем, что он занимался очень пристально переводом «Витязя в тигровой шкуре», произведения Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Но все эти труды не были переведены, не были закончены, началась война. На момент начала войны Рустам Шаханович работал заместителем министра, в то время это называлось замнаркомпроса, образования, и у него был документ, освобождающий его от воинской обязанности, тогда это называлось бронь, но по воспоминаниям членов нашей семьи он был очень патриотичным, очень идейным человеком, и, конечно, он не мог остаться в стороне от военных событий. Родина была в опасности, земля горела, и он просто в экстренном порядке попросил бабушку сшить из маленькой такой ткани, сшить пищевой мешок, куда он собрал все самое необходимое, и вот в таком экстренном порядке отправился на фронт. Фронтовые дороги бросали в разные точки, но апогеем его военного пути стал рубеж освобождения Воронежа. В одном из боевых листков, выходивших на линии фронта, о дедушке писали: «Как воюет Арустан Ардзанба, вызывает восхищение. Особенно он отличился при обороне Воронежа. Своей отвагой и мужеством он подтягивал других солдат. До освобождения Воронежа он не дожил 11 дней. Он погиб 14 января 1943 года. На момент гибели Рустаму Шахановичу было 38 лет. И он был заместителем командира роты по политической части 705-й дивизии 121-го стрелкового полка. Извещение о гибели не пришло. Пришла повестка о без вести пропавшем Арустане Ардзанба. И долгих 37 лет семья не знала судьбу, не знала места упокоения. Много лет бабушка ждала деда с фронта. Она верила в то, что он не погиб, что если бы он погиб, она бы это почувствовала и знала бы об этом. И вот она так и ушла из жизни, не узнав ничего о истинной судьбе Арустана Шахановича. Когда моя мать Дина Чукбар вошла в семью Ардзанба, она на тот момент работала в партийной системе Советского Союза, была секретарем горкома комсомола. И на большом слете всесоюзном после своего выступления она обратилась к широкой аудитории с просьбой: пожалуйста, помогите, мы ищем Арустана Ардзанба. В это же мгновенье поднялась женщина и сказала: да, я знаю это имя. Арустан Ардзанба похоронен в Воронеже, в братской могиле номер 18. Наши родственники, представительной делегации, отправились в Воронеж. Мы повезли абхазскую землю нашу из Ачиндары. Сегодня мы всей семьей стараемся сделать так, чтобы о его и творческом пути, и о его безвременной гибели стало известно сегодня хоть что-нибудь, потому что то, как он начинал литературный путь, то, как складывалась бы, наверное, его творческая судьба, подарило бы нам много литературных произведений, которые украсили бы абхазскую национальную литературу. Я хочу привести слова Николая Чифовича Хашик, который он написал в 1981 году, когда занимался переложением Робинзона Крузо произведения с грузинской основы абхазского алфавита на кириллицу. Когда я прочел эту книгу, то был приятно удивлен. Качество перевода было превосходным. Так широко и многообразно
передана образность абхазского языка. Я, конечно, не знал личности автора перевода Рустана Шахановича, но, судя по его переводу, он был человеком очень талантливым, прекрасно владевшим пером, что бывает очень редко, так как такого совершенства можно достичь только долгой и кропотливой творческой работой, а это его первый перевод. Судя по этому переводу, он вполне мог бы создать много своих оригинальных произведений и мог бы еще многое переводить, но, увы, к великому сожалению, не случилось. В семейном архиве долго хранились письма с фронта, и они вошли в статью о моем деде. Такие трогательные слова есть в этих письмах. «Увидите меня, не узнаете. Освободили уже половину города. Враг не может двигаться вперед, мы его остановили. Другую половину города тоже скоро освободим». То есть это было накануне его гибели в январе 1943 года. Еще одна цитата. «Кукочка, успехи нашей армии вы и так слышите. Может и немного, но там есть и мой вклад в это. Мы всем обеспечены и едой, и питьем, и одеждой, и оружием. Письмо мое сумбурно, но нет много времени писать подробно. Мы занимаемся уничтожением фрицев. Как показывают последние события, у нас это получается хорошо. До свидания, пишите письма и передавай всем мой привет. Арустан».